Я вставляю 3 пальца в стену, все, расслабляемся полностью и начинаем крутить. Здесь вот когда крутишь пальцем, прослеживается, в каком состоянии мышцы. И вот крутишь палец до тех пор, пока большой палец не встанет на этом уровне. А вообще раньше это делали по кругу. Вот так наши, как говорится, бабушки, дедушки вправляли грыжу пупочную. 64-летняя Февзия Куртнебиева вот уже более 30 лет помогает людям с помощью вправления пупка. Старый метод гобек-коймак она унаследовала от своего отца Умера Сейдалиева. Мой отец, он был пупочником, кобекчи. Баба тарафлары Бахчисарайы, они жили в Бахчисарае, у них лагапы, то есть такие были, кобекчилер дейділер оларға. Ана тарафы костоправы были. Очень сильнейшие костоправы были. Когда отец приводили к нему людей, детей, от которых отказывались врачи. У нас уже в больнице знали. Если у человека ничего не нашли, а человеку очень-очень плохо, говорили, идите к Умерага. И отец каждому из них говорил: Эвельде, в Крыму, то есть раньше в Крыму, в каждом доме был свой пупочник. То есть в каждом доме умели вправлять пупок. И чем бы человек не заболел, первым делом его пупок смотрели. Дохсан беш фаис, 95% всех болезней, мой говорил отец, это кобек. Это кобек. Я сегодня с отцом согласна не на 100, на все 200%. В 32 года Февзия Ханым помогла больному, которому врачи не могли поставить диагноз. Тогда она решила продолжить дело отца. Февзия Куртнебиева уверена, вправление пупка – средство от многих болезней. У отца все время спрашивала, я говорю: баба, ну что это такое кобек? Я-то, в принципе, уже все понимаю, руками все уже могу нащупать. Но что это такое? Он не знал, что такое аорта. Человек с 4-классным образованием. Но он по глазам человека мог сказать, в каком состоянии вся брюшная полость у него. Он говорил: «Энг балабан кандамар», то есть самый большой кровеносный сосуд. Он не знал, что такое аорта. То есть этот кандамар, говорит, отходит в сторону. Если, говорит, уходит влево, это как бы не так страшно. Но не дай Аллах, говорит, если он уйдет вправо. Это смертельный исход. Такие, говорит, люди от 3 до 2 месяцев максимум живут. Смещение пупка происходит по разным причинам, но чаще всего из-за поднятия тяжестей и стрессов. Любой человек сам может проверить состояние своего пупка, говорит Февзия Ханым. Для этого есть несколько способов. Почему раньше наши старики, когда ребенок пугался, что делали, даже когда взрослый пугался, то есть там с водой, да, там читали, в зависимости от стресса, там воду очитали, купали, то есть делали какие-то манипуляции. Сегодня это никто не делает, это все забыто. И вот этот стресс остается внутри человека. Самый простой метод это вот сюда засунуть пальцы между ключицами, надавить туда. И если боль слева, аорта ушла влево. Если боль справа, боль в этом месте, да, то есть это стрессовая ситуация. Садятся против друг друга на пол, ногами упираются, руками берут вот так вот. И подтягиваешь человека к себе, чтобы пальцы рук должны выходить за пальцы ног, да, вот так подтягиваешь себе. И при этом, если появляется сильная боль в икрах, под коленами, чем сильнее боль, тем хуже положение аорты. Чтобы не допустить смещения пупка, каждый человек может делать профилактические упражнения в домашних условиях. Этому Февзия Ханым тоже научил отец. Он тогда говорил: вытяните руки, говорит, демар кроватн, то есть тогда железные кровати были, он говорит: возьмите за железную кровать, вытяните, говорит, максимально свое тело, максимально, как будто, говорит, вы висите на турнике. Таз сжимаешь и разжимаешь, да. И когда мы начинаем работать тазом, мы начинаем гнать эту лимфу. После этого упражнения вообще такое хорошее состояние, легкость такая. Февзия Куртнебиева охотно делится своим опытом с учениками. Она уверена, для успеха в лечении каждый человек в первую очередь должен поверить в исцеление. Любому лечению человек должен поверить. И прежде чем делать это, сделать дуа Аллаху, чтобы Аллах через это лечение дал облегчение.